Свою собственную пилораму Бекхан Евлоев открыл 2 года назад. Производство хоть и небольшое, но весьма востребованное и прибыльное. Впрочем, в селе, где вокруг такое богатство лесов, переработкой древесины занимается почти каждый второй. Вопрос в другом – легально ли? Именно это и выясняет специальная комиссия. У предпринимателя первым делом проверили наличие необходимых документов. У меня все законно, ИП у меня есть, договор у меня есть с лесным хозяйством, договор с энергетиками есть. Но рабочие места я чуть-чуть страдал, там 5 человек со мной еще работает на пилораме. В том, что у предпринимателя производство легальное, комиссия убедилась сразу. Но в то же время сотрудники выявили небольшое нарушение в установке счетчика энергопотребления. Предписание, а я сделан, Осман Халубион предписание. Коробка с хаяги. Коробка хаяги, хай установите полностью. Ты кэш кормишь любой? Коробка берут, я полностью законно. Всего в Галашках функционирует несколько десятков пилорам. Следующее предприятие в списке, которое посетили участники рейда, находится в самом центре села. К владельцу очередного лесопильного цеха у проверяющих оказалось немало вопросов. Нарушения, за которые владельцу придется выплатить штраф, здесь выявили сразу же. Все же основная цель рейда не столько наказать нарушителей, сколько предупредить. Работать можно, но только на законном основании. Нарушение незаконная предпринимательская деятельность. Поэтому пока вот это ставят. Потом уже насчет леса, Минприроды, рекомендации, как лес, если ездят, покупать же надо тебе его откуда-то. Чтобы вот этого воровства не было, незаконной вырубки не было, как мы механизм проработаем, как Бог отуху Божий. Что начинает там прятаться, нарушать закон, чтобы вот этого не было. Правом поле. Конечно, он спокойно был бы цель. Согласно данным Минприроды Республики, основные причины нарушений в сфере заготовки древесины – это отсутствие механизма закрепления лесных обходов за конкретными инспекторами в лесничествах. В попытках пресечь незаконный оборот дерева уже на начальном этапе сотрудники лесхоза ведут дежурство на стационарном посту и ежедневно патрулируют территорию лесного фонда. При обнаружении незаконной заготовки древесины, если выявлен такой случай, определить породный состав, стоимость его и кубатуру. Сотрудникам участковой службы составляется соответствующий материал по привлечению данного лица к ответственности. Заготовленная древесина, она изымается и для последующей передачи Росимущества. О том, что большинство частных предпринимателей ведут теневой бизнес, известно давно. Да вот только поймать нарушителей за руку удается не всегда. Но и это еще полбеды. Некоторые владельцы пилорам умудряются вести свою деятельность без регистрации в налоговой службе, при этом не имея при себе договора о подключении к линиям электроснабжения. В отношении их смело составляют соответствующие акты. За последнее время составлено более 17 актов безучетного потребления, акты бездоговорного потребления на общую сумму более 3,5 миллионов рублей. Также эта работа будет проводиться и в дальнейшем. Хотелось бы обратиться к потребителям для того, чтобы они законно подключились к сетям. Контрольное мероприятие в отношении организации индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по заготовке и распиловке древесины, проводится по поручению главы республики Махмуд Али Калиматова. Рейдовые проверки направлены на то, чтобы раз и навсегда пресечь нелегальную сторону лесозаготовки среди частных предпринимателей. Мы уже 2-ю неделю ведем эту работу. Было поручение главы республики по итогам совещания по незаконной вырубке леса, чтобы провели мониторинг просто в целом ситуации. Вот мы проводим по Сунжинскому району, какова ситуация, и в дальнейшем уже будут рекомендации, как вот итоги, чтобы наше местное население, вот именно которое занимается лесопереработкой, чтобы им какие-то предложить условия, чтобы они в правовом поле работали именно в этом направлении. По результатам сегодняшнего рейда в 90% случаев выявлены нарушения как по части производства, так и по части незаконного потребления электроэнергии. Такие инспекционные проверки не раз проводили в Сунжинском районе при участии надзорных органов власти.
В прошлом году было проведено 583 мероприятия по контролю в лесах. Из них 40 рейдов направлены на пресечение самовольной заготовки древесины. Лесные инспекторы выявили 17 случаев незаконной рубки деревьев, общим объемом более 700 тысяч кубометров. Незаконная вырубка леса и нелегальный оборот древесины наносят огромный ущерб экономике и ухудшают имидж лесной промышленности не только отдельных регионов, но и всей страны. По результатам этого рейда проведут не одну встречу и обсудят дальнейший план по легализации лесного производства в нашем регионе. Михаил Тангиев, Майрбек Межуев, Новости 24.